Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Вопросы заседания правительства. Кабинет министров утвердил единую методику проведения аттестации государственных служащих республики. Вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в различных сферах межгосударственного сотрудничества. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел Ахсара Джиоева и Сергея Лаврова. Гран-при и первые места. Детский хореографический ансамбль народного танца «Ирон» вновь вернулся с победой. На заседании правительства утверждена единая методика проведения аттестации государственных гражданских служащих. По словам министра юстиции Олега Гаглоева, принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Проект постановления Кабмин одобрил единогласно. Какие еще вопросы рассмотрены в репортаже Розы Тедеевой? Кабинет министров утвердил единую методику проведения аттестации государственных гражданских служащих республики. Министр юстиции Олег Гаглоев отметил, что проект подготовлен в целях повышения профессионального уровня специалистов, работающих на государственной службе. По предложению министра строительства участники заседания утвердили правила организации и проведения работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений администрациями районов республики и города Цхинвал. По мнению Эдуарда Дзагоева, новые правила позволят усилить контроль за расходованием финансовых средств, а также качеством проводимых работ. Принятие предлагаемого постановления позволит усилить контроль за расходованием целевых бюджетных средств и усовершенствовать сам процесс проведения работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений. Фактически, те работы, которые выполняются в республике за счет средств местного бюджета, мы эти работы выстраиваем в соответствии с градостроительным кодексом, который действует на территории Республики Южная Осетия. Заместитель председателя правительства вынес на утверждение положение о лицензировании турагентской деятельности. Принятие данного проекта позволит упорядочить и укрепить нормативно-правовую базу лицензирования туристической деятельности, где предусмотрены определенные требования, условия, которые должны выполняться организациями, которые предоставляют такие услуги. Создать необходимые гарантии соблюдения законности во взаимоотношениях субъектов хозяйствования, повысить ответственность субъектов, осуществляющих туристическую деятельность. Кабинет министров также утвердил величину прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения за третий квартал 2022 года. На душу населения у нас за третий квартал составил 13 940 рублей. Для трудоспособного населения 14 904 рубля. Для пенсионеров 11 414 рублей. Для детей 14 664 рубля. Корректировка по отношению ко второму кварталу 2020 года произошла в районе 7% в сторону уменьшения. В связи с сезонным снижением стоимости по таким, так скажем, продовольственным товарам, как овощи, фрукты и так далее, которые учитываются при расчете величины прожиточного минимума. В числе рассматриваемых вопросов присвоение классных чинов государственной гражданской службы специалистам ряда ведомств. Кабинет министров единогласно поддержал вынесенные инициативы. Роза Тедеева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Южная Осетия в условиях нестабильной международной ситуации рассчитывает только на Российскую Федерацию и ее вооруженные силы. Об этом глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев заявил в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Он подчеркнул, что для республики важно, что такой надежный гарант, как Российская Федерация, обеспечивает безопасность и стабильность Южной Осетии, и выразил признательность руководству и народу России за масштабную социальную и экономическую помощь. В рамках официального визита в Москву министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев провел переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней политической повестки по дальнейшему укреплению взаимодействия в различных сферах межгосударственного сотрудничества. Лавров еще раз подтвердил позицию России развивать отношения союзничества и интеграционные процессы между двумя государствами.
Мы ближайшие союзники, стратегические партнеры и заинтересованы в том, чтобы наш политический диалог продолжал интенсивно развиваться. Я встречался в июне с президентом Гаглоевым после избирательной кампании, которая завершилась в мае. У нас регулярные контакты по линии Министерства иностранных дел, по линии администрации президентов, по парламентской линии. Сейчас готовится визит председателя вашего парламента по приглашению председателя Государственной Думы. Сергей Лавров выразил признательность юго-осетинской стороне за поддержку вступления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, а также направлений на Донбасс гуманитарной помощи. Благодарим за тесную координацию на внешнеполитических направлениях. Очень ценим вашу взвешенную, сбалансированную позицию, объективную позицию в отношении происходящего в рамках специальной военной операции, в отношении провозглашения независимости 4 республик, 2 республик и 2 областей и поддержку результатов референдумов, которые состоялись в Донецкой, Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Глава внешнеполитического ведомства России затронул направления, по которым ведется работа по ранее достигнутым руководителями 2 стран договоренностям. В частности, Лавров обозначил вопросы безопасности и социально-экономического развития Южной Осетии, еще раз подтвердив намерение российского руководства и впредь оказывать всемирную поддержку. Наша военная база российская надежно обеспечивает безопасность Республики Южная Осетия. На границах работают сотрудники Погрануправления Федеральной службы безопасности. Реализуется и, на мой взгляд, весьма успешная инвестиционная программа. Недавно была принята программа социально-экономического развития Республики Южной Осетии, которую мы будем активно помогать вам реализовывать. Ну и на направлениях гуманитарных, культурных связей мы по традиции развиваем контакты, которые отражают интересы, чаяния народов наших стран. Продолжим, конечно же, и взаимодействие в сфере здравоохранения. Ахсар Джуев со своей стороны также обозначил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Он выразил благодарность своему коллеге за оказываемую поддержку в вопросах развития и укрепления Южной Осетии. Россия и Южная Осетия исторически очень дружественные народы, страны. Для нас весьма важно, что такой надежный гарант, как Россия, обеспечивает безопасность и стабильность Южной Осетии. Мы искренне признательны вам, руководству России, народу России, за ту масштабную социально-экономическую помощь, которую Россия осуществляет в Южной Осетии, за те гуманитарные проекты, за поддержку в плане внешнеполитических контактов. Это мы высоко ценим. Россия для нас гарант, как я уже отметил, безопасности. К сожалению, в условиях нестабильной международной ситуации мы должны опираться на друга, на дружественную страну, и в этом мы видим только Россию, ее вооруженные силы, которые дислоцированы в Южной Осетии. И спасибо вам большое за то, что вы вновь еще раз подтвердили приверженность России взятым обязательствам в рамках подписанных соглашений. В ходе диалога стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы международной повестки дня, включая расширение зарубежных связей Южной Осетии. В рамках официального визита в Министерство иностранных дел России Ахсар Джуев провел еще ряд консультаций, на которых были предметно рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. В частности, отдельное внимание было уделено женевским международным дискуссиям в контексте ситуации, складывающейся на международной арене. Роза Тедеева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня юристы республики отмечают свой профессиональный праздник. Этот день объединяет людей, ступивших на путь порядка и защиты интересов граждан. Быть юристом – большая ответственность перед людьми и обществом. Наш корреспондент Эльвира Тибилова пообщалась с человеком, посвятившим этой профессии 40 лет. Все профессии от людей и только 3 от Бога – врач, учитель и судья, сказал однажды великий древнегреческий философ Сократ. В этом высказывании определенно есть доля истины, ведь в нашей жизни все юридические специальности играют важную роль. Самая главная задача – защитить естественные человеческие права и свободы. Barakakanak organ tanısıp svetbatander,
کشت آرخاین شمین پادچه خود رازا امغابنات کنا فیدار در کنا زیافت زجنان سوسیت آلان شه پادچه خود سارستا یا یمبلتی ما وش پادچه خود خوما مالا ملا من فنده شمای خوش سری دستونه پادچه خود مکال مشرا ما فیدار در کنا ویتاد ودونن وش قطاجه اشتر آخشیگ بنات هاخسنچ بارک خاکنگ ورگان تا یوریستا سوتا پروکوراتورا advokata она митхотtaki органта на удонай подчахов най. Юрист Анатолий Хугаев в профессии около 40 лет. Председатель Палаты адвокатов Республики Южная Осетия. Один из уважаемых и знаковых фигур в истории юридического права республики. Хугаев родился в горном селе Кадысар-Дзауского района. После окончания Куасинской средней школы в 1966 году начал трудовую деятельность. Костон завод Костон инструкторай, хахон туризм инструкторай. Костон шахта, ты квайсай шахта, фиагдон шахта. Рассина den каранте тафагмел ten кайведис мазардайл мазондел. Вайта хайбашит тан фасавум ахор канен ма. Juridikon fakultet ma fala avzonglappuja fasavum ma zanachor genanu ma men narawadis na men bantastis fasavum ma sachor kenen ma raideton kusen fiagdone schachte kwaisai schachte bira fakuston. Человек, высоко ценящий чистоту правды, никогда не стерпит несправедливости, убежден Анатолий Хугаев. Столкнувшись с ущемлением своих прав, он решил получить самое лучшее образование и поступил на факультет юриспруденции Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. После окончания учебы, несмотря на перспективу остаться в Москве, Хугаев вернулся на родину. Ama arşetler husar istom ma kusen ma raideton kusen schin wolle raia gast komen ana komt contacte fadel secretarai wie fast darsheten zaura yone prokuratura fadel shavagay следователей. Анатолий Хугаев – активный участник народного движения Алдамун-Нахас. За большие заслуги в деле отстаивания прав иугостинского народа был удостоен должности первого министра юстиции молодой республики. Сегодня Хугаев возглавляет Палату адвокатов республики, передает знания молодому поколению в стенах Югостинского государственного университета имени Александра Тибилова. Адвокатская практика Анатолия Хугаева составляет 26 лет. Самым громким и важным процессом в практике адвоката было дело Алана Чочева и Олега Тезиева. Адвокат уверен не в справедливости обвинения политического деятеля. برگه آرخایتان یس راست کننل فلا قول القدور تشاف مدل فستان از غلوی اما انا آزن جنسیس شوسی تاوان کت پالیتیکون ریابیلیتاسر شدی و بارا دور ریابیلیتاسی دارن از منه ازن ای سارا جنن و ما ازن ای کت سارا جنن ازای رور جنن ارگانت راز Vaše farsta, ne fishinen shidari terdiudom ne organ razı verjinen prokuratura raz. Ama ya prokuratura ta sud razı verjinis. Ama uman anas rast ganganay uman bim miumis hala khusternay.
Говоря о преподавательской деятельности, Анатолий Хугаев выразил твердое убеждение в том, что у югостинской юриспруденции есть хорошее будущее. Эльвира Дебилова, Арнольд Харебов, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев поздравил юристов с профессиональным праздником. По его словам, от компетентности юристов зависит защита прав и свобод наших сограждан. И в этом залог успешного развития Республики Южная Осетия, где все должны быть равны перед законом. Искренне благодарю вас за верность служебному долгу. Уверен, что вы и впредь будете достойно продолжать лучшие традиции отечественной юриспруденции, подчеркнул глава государства. Алан Гаглоев пожелал юристам крепкого здоровья, счастья и достижения всех поставленных целей, а также мира, добра и благополучия им и их близким. Нацбанк Республики выпустил 2 монеты. Одна серебряная, другая золотая. Это приятная новость для коллекционеров. Золотую монету можно приобрести в кассе банка, а серебряная монета появится в продаже в середине этого месяца. Тему продолжит Яна Плиева. В этом месяце Национальный банк выпустил 2 монеты. Эскиз разрабатывался специалистами банка, а дорабатывался и дополнялся в Санкт-Петербургском монетном дворе. Одна из монет выпущена по случаю 30-летия со дня принятия акта провозглашения независимости нашей республики. Она вышла тиражом 300 штук. Она отчеканена в Московском монетном дворе. На реверсе монеты изображено здание Верховного Совета, настоящего парламента. На заднем фоне изображено солнце, как символ новой жизни, символ независимости. Количество лучей солнца соответствует числу депутатов, которые подписали акт. Вторая монета выпущена в ограниченном количестве, так как имеет особую ценность. Изготовлена она из золота 999-й пробы, которая является самой высшей пробой. Поверхность монеты сделана из глянца и матового покрытия. Вторая монета – это золотая монета, она прямоугольной формы. Тираж монеты 20 штук, она изготовлена Санкт-Петербургским монетным двором. На реверсе монеты изображена картина великого художника, великого остинского художника Махарбека Туганова «Нартыко». Золотую монету можно приобрести в кассе банка, а серебряная монета должна появиться в продаже уже в середине ноября. Подарочные монеты коллекционируют истинные ценители, которые не упускают возможности приобрести вышедшую монету. Кроме того, традицией стало дарить коллекционные монеты приезжающим в республику высоким гостям. Яна Плиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Очередная победа детского хореографического ансамбля народного танца «Ирон». Юные артисты вернулись с 7-го международного конкурс-фестиваля «Созвездие дружбы» с гран-при. Кроме того, представленные на суд жюри 3 танцевальных номера получили первые места. Таким образом, ансамбль «Ирон» назвали одним из лучших детских коллективов. Подробности далее. Детский хореографический ансамбль народного танца «Ирон» вновь вернулся на родину с победой. Для ансамбля это уже добрая традиция – гран-при и первые места. Молодые танцоры привыкли приезжать на родину только с такими результатами. 7-й международный конкурс-фестиваль «Созвездие дружбы» прошел в Нальчике. زردای مجراش دستم سواد در تنگ فشین بود توی آی مخام فیچک فستیوال نه آشیاز ارتقا خواهد دیستم فستیوال تو فلا مخام تنگ خصوص کنو ایران فیچک بناد که ایرانستم یبت آدم خسن بی. В конкурсе приняли участие коллективы из разных стран и регионов России. Конкурс длился 6 часов. Югостинский ансамбль представил 3 танцевальных номера – симт, горский и фламенко. Каждый танец получил первое место. Ансамбль «Ирон» посчитали одним из лучших детских коллективов. Финансовую поддержку коллективу оказал глава государства. نخیشادن سراج درتا آلان ادوارد فرت نه پرزیدنتن خشای فرستینم کیف کاستی اما نکیسیف تون کدوی تنگ آشف استگرسته جنم آخر کاست نودیمه. Сами молодые танцоры получили большой опыт и неповторимые эмоции. Такие фестивали способствуют профессиональному росту, учат правильно вести себя на сцене перед большой аудиторией.
نظر دم فشیدیس تن خورزودیس خورزن سنبالدستن تن بیران سامبل تجودیس فلا کدوم تفتم خودستم تن خورز ما فچاق بناتر خواستم نظر دم تن فشیدیس تن بیران سامبل تجودیس کش جخ کافو دستفا مخاطر خستر دستم فچاق بناتر خواستم نظر دم تن فشیدیس. Многие занимаются в ансамбле около 10 лет, но такие поездки для них всегда являются большим подарком. Фестиваля Райстам фитчок бенот. Кофе дестам джер такофтем. Будишче бира ансамбльта. Фала махров дестам нахитен курс. Ванантен кфашет мазардам анольтика. Организатором международного конкурса фестиваля выступает Мировой артийский комитет. Ансамбль «Ирон» является победителем многих международных фестивалей. Он был создан в 2009 году при госансамбле «Симт». В настоящее время входит в структуру управления культуры, молодежи и спорта администрации города Цхинвал. Ирина Кусраева, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск «Сегодня». Югостинский боксер Александр Тибилов занял второе место в турнире памяти мастера спорта международного класса Олега Каратаева. Соревнования проходили в Москве. Александр в весовой категории до 75 килограммов провел 4 боя, из которых в 3 одержал победы. По словам заместителя директора школы бокса Ирбега Кокоева, яркое выступление Александра отметила и жена Олега Каратаева Татьяна. Она вручила представителю Южной Осетии боксерские перчатки. Как сообщил Ирбег Кокоев, Тибилову выехать на соревнования помогла глава администрации Дзалского района Ванда Тибилова. Тренером Александра является Родион Кумаритов. Далее узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 4. В Цавском районе мокрый снег. Днем 7 градусов тепла, ночью плюс 1. В городе Квайса днем плюс 7, ночью нулевая температура. В Лениногорском районе днем плюс 11, ночью плюс 3. В столице республики в Цхинвале днем плюс 12, ночью 4 градуса тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.